Снег и затяжные дожди сменились в начале недели теплыми днями. Весна уже стучится в двери, а это значит, что пришло время благоустройства, субботников, обрезки деревьев и капитальной уборки. Для сотрудников администрации города, домоуправлений, МЧС будни начались именно с таких работ. Новый район самый густонаселенный в столице, поэтому работы по благоустройству начались отсюда. При помощи спецтехники расширяется дорожное покрытие, проводится санитарная обрезка деревьев, убирается мусор. Вот даже бордюры здесь никогда не были видны. Сегодня мы бордюры открыли. Сейчас наша техника работает, после этого уже пойдут коммунальные службы. Это самый большой район в городе, который требует особого внимания и который, естественно, нам всегда оказывает администрация в лице Беслана Федоровича Эшба. И также всегда рядом с нами находится депутат парламента Астамур Баталович Герхелия, без помощи которых навряд ли это было бы все возможно. Работы проводятся следующему: благоустройство. Это сотрудники по озеленению, они проводят санитарную обрезку, обрезают ветви, которые мешают движению транспорта, троллейбусные линии и прочее. Также расширяется дорога, как вы видели, вот так называемый, ветерок, в Новом районе от него вниз. Тоже она будет благоустроена, что впоследствии скажется на дорожном движении. Санитарная уборка идет и в местном парке. Кроме того, сейчас здесь ликвидируются огороды или так называемые участки, прилегающие к многоэтажным домам. Это освободит места для парковки. Но главная причина – соблюдение норм безопасности. Так как в экстренных случаях, например, при пожаре, проводить спасательную операцию очень сложно. В первую очередь необходимость в том, что для пожарной техники, которая в случае чрезвычайной какой-то ситуации, пожара, например, прибывает и подъезжает к многоквартирным домам, данная эта территория, она препятствует подъезду пожарной техники. Также эвакуации людей, возможно, она будет препятствовать. Такое уже бывало. Специальная техника не может подъехать к домам, что может повлечь за собой, не дай бог, какие-то человеческие жертвы. Поэтому мы пытаемся пока донести до людей, чтобы они сами это сделали. В случае, если этого не будет сделано, то мы сами, специальные службы, все равно будем делать так, чтобы эта территория была очищена и чтобы она приобрела соответствующий вид. Люди ничего не говорят, как к этому относятся, какое отношение? Ну, вы знаете, как в основном мы встречаем понимание, но некоторые за эти долгие десятилетия настолько свыклись с мыслью, что это их земля, что это их огород или их территория. Надо это все приводить в соответствующий вид, на то есть и законные методы, к которым мы обязательно прибегнем в случае непонимания жителей. По словам специалистов, этот вопрос стоит очень остро, но общими силами с проблемой можно справиться. Работы по уборке огородов будут проводить аккуратно, говорят сотрудники администрации Сухума. Конечно, какие-то нормы по-варварски мы никак не будем к этому подходить, потому что посажены фруктовые деревья, и цветы красивые, и клумбы сделаны, естественно, они останутся, и наоборот мы попытаемся со своей стороны придать им еще более красивый вид. Работают специалисты при помощи новой спецтехники. Грейдеры и КАМАЗы были приобретены столичной администрацией. Спецтехнику приобрели для города по поручению главы города Сухум Беслана Федоровича Эшба. Это очень удобная техника. Недавно, вы помните, когда снегопады были, до утра эта спецтехника работала. Раньше у нас такой техники в городе не было. Весенние работы по благоустройству проведут и в других районах столицы. Гугу Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.